недавнем видеоролике про поселок Сетью, в котором был интереснейший рассказ про уникальный памятник природы Сидьюский каньон и скалы, мы обещали показать привлекающий своим названием населенный пункт, расположенный в непосредственной близости от этих скал. А называется он Изюр-Нью-Васюки. Секрет названия раскрыт в статье в коме есть свои Нью-Васюки, которую мы и процитируем. Статья опубликована на сайте, адрес которой указан в описании к видео. Читаем статью. Многие ухтинские дачники, которые в свое время облюбовали для себя живописные места близ поселка Сетью, уже подумывают о том, чтобы окончательно здесь поселиться. Однако до сих пор остается открытым вопрос, как они будут именоваться, изюрцами или нью-васюкинцами. Дело в том, что в июле 2003 года один из дачников, житель Ухты, Василий Сыромуков, установил недалеко от автотрассы оформленный по всем принятым в России дорожным канонам знак Изюр, Нью-Васюки. Эту вывеску он изготовил на свои средства, устанавливать ее ему помогали энтузиасты из числа таких же увлеченных загородным образом жизни людей. «Это просто шутка», — говорит Василий. «Конечно, я поклонник романов Ильфа и Петрова, но ведь по большому счету ничего не менял, историческое название Изюр как было, так и осталось». Такая идея у Сыромукова появилась еще в 2000 году, когда он только купил в местечке Изюр, в переводе с коми «каменная голова», домик и баньку. 15 августа того же года они с друзьями приехали туда, сначала потрудились на ниве благоустройства свежеприобретенного жилья, а потом, как водится, сели обмыть покупку. И один из друзей новоявленного дачника сказал тост: «Ну за Нью-Васюки». Мысль запала Василию в душу, и с тех пор он стал одержим тем, чтобы воплотить ее в жизнь. Хотел сначала официально зарегистрировать, но это слишком долго и муторно, считает Сыромуков, который перед тем как поставить знак, по его словам, советовался с обитателями Изюра. Большинство из них отнеслись к такому нововведению абсолютно спокойно. Но Сыромуков считает, что в наше трудное время людям дорог малейший повод для отвлечения от повседневных проблем, пусть хоть так порадуются. Он вспоминает, как осенью 2003 года, когда в районе Сидью открывали новую нитку газопровода, возле знака с игривой надписью Нью-Васюки сфотографировались не только мэр города Ухты, но и тогдашний глава республики Владимир Торлопов. Глава администрации поселка Сетью, в чьем подчинении находится Изюр, говорит, что постоянно здесь прописано человек 10-12. Но сезонных дачников проживает раза в 4 больше, причем среди них есть весьма известные в Ухте люди. Он утверждает, что пока никаких проблем ни с ГИБДД, ни с вышестоящей администрацией по поводу крамольной вывески он не имел. Вот и сегодня взором многих автомобилистов, путешественников и туристов, проезжающих по этим сказочно красивым местам впервые, неожиданно является дорожный знак с названием Изюр Нью-Васюки. И сразу их лица озаряет улыбка. Сколько же людей за прошедшие 20 лет получило заряд позитива и отличное настроение благодаря Василию Сыромукову и его друзьям, поддержавшим его идею.
Если вас заинтересовали аэросъемки сел и деревень Республики Коми, вы можете посмотреть на данном канале в YouTube, а также на канале Воздушный репортер на платформе Яндекс.Дзен более 200 видеороликов. Аэросъемки производились в Усть-Куломском, Карткировском, Кайгородском, Сосногорском, Троицко-Печорском, Усинском, Ижемском районах, а также городском округе Ухта Республики Коми. Буду очень рад новым подписчикам на моих каналах. Смотрите и пишите свои комментарии, делитесь своими знаниями и историями, связанными с сюжетами в видеороликах.